Здравствуйте, мои дорогие любимые! Сегодня у нас очень необычное гадание. Мы решили попробовать читать знаки Вселенной для вас и сделать на основе этого предсказания. Итак, я вам расскажу, как это происходит. Вам нужно, или вот я иду по улице ночью или вечером. Вы можете тоже вечером или ночью для себя также сделать, выйти на улицу и считать свои знаки для вашего собственного предсказания. А я это делаю для вас сейчас, в рамках нашего онлайн-гадания. И вот смотрите, есть самый первый знак здесь. Это 30. Конечно, как вы знаете, что 30 это обыкновенный скоростной знак. Но раз вы его встретили, значит, он что-то означает, правильно? И мы с вами обязательно его заприметим. И сейчас будем про него говорить. Итак, дорогие мои, давайте поговорим про нашу цифру 30. Вы знаете, что цифра 30 означает утешение в любви. И, соответственно, мы с вами возьмем наши карты Таро и попробуем сейчас найти карту, которая расшифрует для вас лично в сегодняшнем нашем онлайн-гадании эту цифру 30. Давайте посмотрим, в чем тут будет утешение в любви в вашей жизни. Я здесь вижу карту двойка мечей. Утешение в любви будет в том, что вы сделаете по поводу отношений абсолютно правильный выбор и помиритесь или найдете точки соприкосновения с любимым человеком. Если вы одиноки, цифра 30 означает для вас, что вы найдете в скором времени родную душу. А двойка мечей показывает, что для того, чтобы с родной душой как-то вместе слиться, вам сначала нужно будет на что-то закрыть глаза. Вот такой ответ по цифре 30. Идем дальше. Теперь переходим к знаку номер 2. Смотрите, здесь есть цифры и даже буква. Итак, продолжаем с вами рассуждать. Следующий знак у нас 300, 09 и 528. Вот смотрите, 300, 09, я это читаю как 30, 09. Может быть, у кого-то из вас 30 сентября день рождения. И, соответственно, либо в вашей жизни роль сыграет человек, у которого либо 30 сентября день рождения, либо цифры 300, 30, 09 и 528 какие-то для вас навевают свои ассоциации. Либо человек со знаком зодиака Весы сыграет в вашей жизни скоро важную роль. Давайте это немножечко расшифруем на наших картах. Я вот так их просто немножко раскидаю и возьму любую. Ага, пятерка жезлов. Пятерка жезлов означает здесь, что с таким человеком, вот у которого 30, 09 или Весы, у вас может быть некоторый конфликт. А вообще Весы – это же не конфликтный знак зодиака. Соответственно, чтобы конфликтовать с весами, их нужно вывести из себя, причем очень-очень сильно. Поэтому карты вас предупреждают. Знак Вселенной здесь о том, не ссорьтесь с весами, особенно не доводите их до белого коленя. Дальше. 528 вообще в нумерологии означает благоприятное начало и хорошие надежды на развитие. Давайте посмотрим, в чем тут этот знак. Ага, колесница, благоприятное начало и надежды на хорошее развитие, идут в дороге. Колесница, может быть, вы куда-то поедете, переедете в скором времени. В этом ваш знак. Но также карта означает покупку транспортного средства любого рода. Может быть, это благое начало для вас. Например, зарабатывать с помощью извоза или на своем грузовике, или даже пусть с помощью мотогонок, почему бы и нет. На ралли, например, тоже вариант. Вот так-то. Мы обращаем внимание на любые знаки, даже на мусор. Посмотрите, здесь у нас есть капризун апельсиновый. Следующий знак – это капризун. Сок, который мы нашли на дороге, вернее, от него упаковку. Вообще это нонсенс. В Германии мусора на дорогах не валяется, только листья. Поэтому, если вы нашли в неожиданном совершенно месте мусор, обязательно обращайте внимание на него. На соке капризун был еще и изображен апельсин, как вы помните, видите, да? И давайте смотреть. Вот апельсин – это энергия и бодрость. Значит, вам
получается, нужен заряд энергии и бодрости. Давайте посмотрим, почему. Так, из-за семерки пентаклей вы устали чего-то ждать в жизни. Совершенно точно. И вам нужны результаты скоро-скоро, в срочном порядке, понимаете? Естественно, апельсин пытается добавить вам энергии и бодрости для того, чтобы вы этих результатов дождались. Проявите же терпение, остался последний рывок. Между прочим, может быть, вам и правда поесть на днях апельсинов или попить апельсинового сока. А еще арома масла с апельсином, с цитрусовыми очень сильно бодрит. И дезинфицирует, между прочим, ваш кабинет или ваш дом от всяких вирусов. Так, дальше. Капризун. Кто будет капризничать скоро в вашей жизни? И по какому поводу? Башня. Взрывной человек, очень тяжелый. Настоящий вампир. У него ревнивый, жуткий, очень такой тяжелый характер. Знаете, вот взрывоопасный тиран. Скорее всего, это человек мужского пола. Но часто бывает и так, что башня, женщина мощная, с мужской энергией и очень-очень ревнивая, злая, доказывает все до красноты лица. То же самое с мужчинами. Знайте, что такого человека лучше поберечься. Он будет очень капризничать, чтобы вывести вас на скандал. А знаки Вселенной вам помогают, чтобы вы в этот скандал не ввязывались. Теперь мы нашли знак 1101. Здорово, правда? Я вам расскажу, что означает 1101. Первое. Это очень хорошее начало какого-то дела. Второе. Это человек, рожденный 11 января. Козерог. Либо просто 11 января, да, уже прям в точку, либо просто козерог. Вот смотрите, в чем будет хорошее начало в скором времени для вас. Звезда. Звезда означает хорошее начало либо в путешествии, в дороге. Опять же, да, подтверждение идет. Либо в творчестве. А еще вы можете настоящей стать звездой, то есть прославиться. Это может быть блогинг, это может быть пение, там, не знаю, выступление, карьера журналиста, на телевидении, актерское мастерство, театр, балет, что угодно. А вот вы в чем-то можете в скором времени прославиться. Ваша счастливая звезда восходит на небо. И обязательно воспользуйтесь этой возможностью. Причем звезда также говорит о том, что для вас есть в чем-то очень яркая надежда. Дальше. Что у вас с козерогами? Или с козерогом, да? Что будет? Козерожком. Я перевернутые не читаю. Сразу говорю, это просто так достаю. С козерожкой вас будет объединять либо общий коллектив по десятке пентаклей, либо одна семья. Может быть, вы соединитесь узами брака с козерогом. Либо, если вы козерог, вам скоро заводить семью. Может быть, просто в семье будет все хорошо и улучшится финансовое положение. Конечно, сами по себе козероги означают улучшение финансового положения. А десятка пентаклей, между прочим, в гороскопе тоже может означать козерога. Когда вы идете и пытаетесь считывать знаки, вы можете обратить внимание свое особое какое-то, да, на любое растение, дерево, там, листочек, еще что-то в окружающем мире. Это и будет для вас самый настоящий знак. Вот я сейчас встретила ромашковую астру. И, естественно, сейчас расскажу вам, что это значит. Дальше мы говорим про нашу ромашковую астру. Вы знаете, она означает лечебные, конечно, у нее есть свойства, да, и именно она лечит кашель, простуду. Если вы сейчас страдаете какими-то, ну, такими заболеваниями, да, простудными, вот давайте посмотрим. Шестерка кубков. А здесь все другое. Смотрите, может быть, вы в скором времени поправитесь от любви. Ну, потому что вас поддержит любимый человек, принесет вам подарочек. Если вы ничем не болеете, конечно, нужно снижать риск инфекций, простуды. Может быть, вам даже какие-то травки позаваривать, да? Но также ромашковая астра может означать успех в любви. И, соответственно, мы здесь видим, как мальчик девочке дарит цветы. Может быть, в скором времени вам кто-то что-то подарит. То есть здесь нужно и на это обращать внимание. Вот иду и смотрю, а на светофоре зеленый свет. Ведь это очень хороший знак для вас. Вам зеленый свет во всем в скором будущем. Итак, ваш зеленый свет светофора. Куда же открывается в жизни путь? Куда вам зеленый свет? Давайте смотреть. Зеленый свет в жизни. Ух ты! Карта Солнца, она же счастливая.
Вам открывается счастливая дорога в жизни, настоящая белая полоса. Будет какое-то невероятное счастье. Высшие силы вас только что благословили. Мало того, что они вам зеленый свет показали, мол, действуй, еще и зеленую лошадь с фиолетовой гривой, солнце, яркая карта-талисман. Она говорит о том, что дорога открыта. Беги срочно по этому счастливому пути. У тебя все получится. Ура! Иду я дальше, а смотрю на стене граффити. И в граффити мы увидели слово «любовь». Представляете? Я думаю, что в любви вам точно в скором времени повезет. А еще вас обязательно кто-то любит. А теперь поговорим про любовь. Про нашу замечательную любовь. Что же у вас там в любви будет? Давайте смотреть, что вас ждет в любви. Ух ты, 8 жезлов. Тоже классная карта. Она означает, что в любви настоящий прорыв. Вы знаете, эта карта говорит о страсти, о том, что кто-то будет добиваться вас и проявлять к вам инициативу. Будет очень много ярких моментов, будет много свиданий, поцелуев, я не знаю, разговоров по ночам. Настоящий роман, настоящее приключение, даже если вы находитесь в браке. Карта говорит о том, что вас ожидает, новая волна чувств, может быть, даже с вашим брачным партнером. Или новые отношения. Конечно, такое тоже может быть. В любом случае, кто-то к вам, скорее всего, уже неровно дышит. Вот здесь я увидела парочку. Уточка и селезень. Плохо видно. Но они... И об этом сразу же нам свидетельствовала пара уточек. Поэтому продолжаем тему личной жизни. С кем-то-то ведь вы парочка. Ага, 7 кубков. Кто-то будет от вас без ума и думать будет действительно, что вы лучше всех, что вы и есть вторая половинка. Я не знаю, насколько это иллюзия. Давайте укрепим эту карту чем-нибудь. Ой, влюбленные. Конечно, это не иллюзия. Это настоящий союз прямо на небесах заключенный. Карты говорят, что раз я встретила уточек в этой паре, да, они же никогда не расстаются, уточки. Уточки – это символ семейного благополучия и счастья. Вот вас ждет большая-большая светлая любовь на долгие годы. В жизни у вас будет именно такое счастье, поверьте мне. Так, что у нас тут есть? Вы посмотрите, как веточка легла. Точно как руна Альгиз, да, Альгиз. Это руна защиты для вас. Представляете, сколько знаков окружающей действительности? Но если бы вы сейчас видели, что в воде, тут целая куча огромных рыб. Жаль, что я не могу снять их на видео. Руна Альгиз защищает вас, а значит, нужно понять, что вам хотят сказать через эту руну высшие силы, послание высших сил, Вселенной, Бога. 3 жезлов. Готовься к чему-то новому в жизни. Между прочим, еще одна карта перевернулась. 8 мечей. Скоро вы выйдете из этого плена, говорит 3 жезлов. Вот смотрите, она вас освобождает. И она говорит о том, что высшие силы действительно все это время вели вас, что вы были под защитой, но сначала кто-то вас или что-то ограничивало. И эти ограничения все спадут с вас. И вы в скором времени будете абсолютно свободны. Поверьте мне. 3 жезлов говорит, строй планы на будущее. Тебе открывается действительно путь, а это мы уже в раскладе много раз видели. И, соответственно, смотрите за горизонт. Стройте планы, смотрите за горизонт, ждите вестей, посылок, сообщений. Скоро для вас это будут постоянные знаки. Только они уже будут проявляться более ясно. Нет, вы только посмотрите, какое красивое перышко. Вот такие перышки – это настоящие знаки ангелов. Сейчас узнаем, что хотят вам ангелы сказать. Ну и наше перышко. Послание ангелов, конечно. Послание ангелов. Что же ангелы-то вам хотят сказать через перышко? Смотрите, какая счастливая карта. 10 кубков. Она говорит о том, что в вашей жизни скоро будет настоящая радуга. Вас ждет большое человеческое счастье. И перышко ангела вас защищает, вас благословляет. Говорит о том, что ангел держит вас за руку и всегда рядом с вами. Вас ждет счастливая, любящая семья. Вот так-то. Здорово.
Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Пишите, понравилось ли вам послание Вселенной, знаки из окружающего пространства. Мое, нет, скорее не мое, а моего папы изобретения. Всем пока и до новых встреч!